Ну что ж, меня зовут Вячеслав Иванов, я редактор сайта «Осетинский язык онлайн» irona.ru, и на экране у вас есть этот адрес в бегущей строке под видео. Сегодня мы будем дальше разбирать учебник истории, изданный в 1955 году на осетинском языке. Этот текст является переводом краткого курса истории СССР под редакцией профессора, с 1939 года член Кора Академии наук Андрея Васильевича Шестакова. Андрей Васильевич специализировался по сельскохозяйственной истории России, но стал известен прежде всего этим своим учебником, который вышел в 1937 году. Книга повлияла на то, как советские люди воспринимали историю своей страны и ее новое единство. И причем это были не только дети. Этим учебником пользовались не только в общеобразовательных средних школах, но также взрослые, неграмотные, малограмотные в это время учились уже взрослыми, даже порой в преклонном возрасте. И предыдущий выпуск посмотрели за лето более 10 тысяч человек. Это необычно много для моего канала. Так иногда бывает с видео, они попадают в рекомендации, в том числе среди зрителей в этот раз были люди от осетинского языка далекие. Я благодарен вам за ваш интерес, и на сайте journal.ru, еще раз ссылка внизу, вы можете найти больше информации об этом замечательном, интересном языке, если вы заинтересовались. Учебник мы разбираем, чтобы посмотреть, какие слова и выражения подобрали переводчики этой эпохи. Я не побоюсь этого слова, это золотой век осетинского литературного языка, когда на него переводились самые разные учебники для школ. И тогда же появилось очень много осетинских писателей, некоторые из них получали хорошее образование, в том числе в Москве, и поэтому тексты того времени очень интересные, в смысле вдохновения для времени нашего. И мы смотрим, какие слова и выражения здесь встречаются для описания различных событий в разные эпохи. В предыдущих выпусках ВК-видео и на Ютубе вы можете найти фрагменты о скифах, о родовом строе, древнейших государствах Закавказья, о князьях Игоре и Святославе. А сегодня мы посмотрим, как и какими осетинскими словами в этом тексте представлено крещение Руси и последовавшие события. И первый заголовок мы видим: Киев княжта Врнс Ногдин Аманог Жаконта. Киевские князья устанавливают новую религию, новую веру и новые законы. Княж Владимир Штарта. Набеги или походы князя Владимира. Святослав Фырт Владимир Евшим Артемабиров Атох Канана Фашта Киевы княжад Якуха Кубафтат Влад Яфыта Хожан Уйдар Штара Асад Ядалбар Адама Яком Мачина Кашт Удонанахма. Довольно длинное, сложное предложение. О чем же здесь идет речь? Сын Святослава, в отличие от русского языка в осетинском, в сочетании двух существительных, одно из них в родительном падеже. В русском языке мы говорим сын кого Святослава, а в осетинском форма родительного будет предшествовать. Да? Святослава Фырт. Причем в русском можно сказать Святослава сын. Это просто необычный порядок слов, но возможный. В осетинском это невозможный порядок слов, только с родительным падежом впереди. Значит, сын Святослава Владимир, после того, как он много конфликтовал с своими братьями, заполучив Киевское княжество, подобно своему отцу Яфыда Хужан, тоже отправился в большой поход. Уйдар, он тоже Штары Асад, ушел в поход. И в какой поход?
я долборадомой среди его подчиненного народа, я комачина кашт. Ему в рот кто не смотрел буквально, да, это фигуральное выражение в осетинском языке означает кто не слушался, да, кто не проявлял достаточного покорства, да, вот, не был достаточно покорным среди его народа, да, вот. И против них, да, смотрите, какое устройство предложения, да, подобно своему отцу, он тоже ушел в поход под его властью из народа, кто ему был непокорен, против них, да, вот такое устройство предложения. Уй шабыркота сагатыр дыгайсы жнамта шиштад удона, ама баштахта болгары городта Волгае былтыл. Он усмирил или замирил с северной стороны, которые племена восстали их, и разграбил болгарские города на берегах Волги. Вы знаете, Волжская Булгария, в русских источниках обычно называется Булгария, но называется она тем же названием, каким называется современная Болгария, и в истории, ну, в частности, самой Болгарии. Считается, что это государство, основанное одним и тем же народом, который примерно в низовьях Дона разделился в своем кочевании, и кто-то отправился на Дунай, а кто-то на Среднюю Волгу. Здесь вот они, болгары, город-то, да, болгарские города, и причем болгар, как мы уже обсуждали в других выпусках, это форма собирательного названия народа, да, ну, можно сказать, болгайрак, город-то, это будет уже буквально прилагательное, болгарские города, но здесь это города болгар, да, как общее название племени, как в русских словах Русь, Чудь и так далее, Мордва, да. А что же случилось потом? Уйфашта после этого, это после, да, фашта это после лог, уйфашта Владимир, я дружина има арашти Польшама, амазыбайшта салдар город. А после этого Владимир со своей дружиной отправился в Польшу и там занял несколько городов. Да, обратите внимание, несколько городов в русском языке форма множественного числа. Города, родительный падеж городов. А в осетинском языке у нас только родительный падеж единственного числа сочетается с числительными, да, мы скажем 3 города, арта город, 10 городов, мы все равно скажем даш город, и салдар несколько также устроено, как будто бы это числительное, салдар город, да, то есть это родительный падеж единственного числа. Здесь также видно, как устроены неопределенные такие местоимения, какое-то число, да, сколько-то. Сал – это сколько, вопросительное слово, а салдар – сколько-то. Показатель дар вот образует такие местоимения. Например, чи – это кто, чидар – кто-то, кам – это где, камдар – где-то, и вот здесь салдар – город, несколько городов. Владимир Яхисан Далбаршкота славянте полоцка княжат, что юаю Литва, як жнам ты жахата. Владимир подчинил себе славян Полоцкое княжество, да, ну, иными словами славянское Полоцкое княжество, а также некоторые юаю литовских племен земли, некоторых литовских племен земли. Литва, одышты, славянты хурны гулайнак, шахакта, Балтия, денджи был. Литва, а потом во множественном числе были, да, то есть мы понимаем, что Литва здесь еще один собирательный этноним, да, то есть литовцы были западными соседями славян на берегу Балтийского моря. Балтийское море
в современных текстах часто Балты деньжиш, а не Балтии. Здесь как будто бы его название образовано от Балтии, как региона, да, Балтия по естинскому будет Балти, и отбрасывается в таких заимствованиях, поэтому Алания это Алани, а Балтия Балти. Или там какая-нибудь Португалия, Португалии. И в современных текстах обычно Балты деньжиш. Может быть из соображений краткости, может быть из соображений, что, ну, корнем здесь, наверное, все-таки является Балт, а не Балтий. Хурны-Гулан, интересное название для Запада, хочется его прокомментировать. Это закат солнца, да, Хур солнца, Негулан как бы погружение, заход, да, то есть. И Шкашан или Хур-Шкашан это восток, то есть там, где всходит солнце, а Хур-Негулан или Негулан просто без Хур это запад. Авто Тахчендарама Фидардар Кота Киев княжа Владимира Раштаджи. Так, или вот как, становилось сильнее и крепче Киевское княжество во времена Владимира, при Владимире. Уман ножитенгдарархканен байдета Византии. И ему, то есть княжеству, еще больше буквально цены делать начала Византия, да, то есть стала считаться, стала ценить, уважать это государство даже Византийская империя, да. А Владимир Бахушкота Византиян Гречи в шаттышштадный циштканенан. Владимир помог Византии подавить греческих войск восстания. Шиштад это восстание. Возможно, калька с русского языка. Шиштан это встать, вставать, и шиштад, когда вот люди встали, восстали, восстание шиштад. Но это устоявшееся слово, именно так оно и называется, шиштад. Интересная форма давления, да, значит, цишт – это давление, давка, а также циштканын – это прищемить, придавить, и вот этот ныциштканын – это вот подавить, да, где глагольная приставка «н» означает движение сверху вниз, а также особую интенсивность действия. Поскольку речь идет о силовых акциях, конечно, эта приставка глагольная здесь очень, конечно, уместна. В современной осетинской орфографии принято после глагольной приставки «н» удваивать согласную. То есть «нецишт», да, как бы взрывной согласный происходит с некоторой задержкой после приступа. Это называется гиминированный согласный. Например, неканан, да, нефышан и так далее. Нециштканан здесь записано с одной, видимо, требования орфографии то ли тогда были другими, то ли еще не устоялись в современном виде. Усы ахушетыхайен Византий император Яхое Ратта. За эту помощь. Тыхай интересный послог, он означает и на тему, но и как бы за что-то, да, по причине. За эту помощь. Ему Византии император, или византийский по-русски мы скажем, византийский император, свою сестру дал. Да? Речь идет, конечно, о замужестве, выдал за него замуж свою сестру. Владимир Шфанкотта Чирштон Дин Райшен. Владимир захотел или решил принять христианство. Христианство одним словом не переводится, обычно Чирштон Дин, христианская вера.
Ой, автономатта жахга гречи дин райшина ама Византий императори махаштаг зинады фарсе шфидару зани я хисал зинад. Да, то есть он так считал, говоря греческую веру взятия и с византийским императором отношения благодаря, да, то есть благодаря тому, что он бы принял греческую веру и благодаря тому, что у него были отношения с византийским императором, точнее не отношения, а родство, хэштаг Динат, да, близость буквально. Но хэштаг это близкие в смысле родственники. Вот, и здесь хэштаг Зинат, да, то есть после того, как он взял в жены сестру императора, да, он стал родственником императора, стал его родственником по браку. Да, вот, и в этом смысле я хэштаг ищи, да, стал его в этом смысле близким. Что же случится благодаря этому? Шфидару зани укрепится я хисалдзинат, его власть. Действительно, иногда как-то романтизируют эту историю про принятие христианства как какое-то мистическое озарение. Да? Возможно, так оно и было, конечно. Да? Там в том числе источники рассказывают, что на христианской службе, да, представители Руси были потрясены красотой как бы и звучания, и самого обряда. Вот. Но в то же время, конечно, речь шла о том, чтобы благодаря выбору такой большой монотеистической религии попасть в одну из таких систем, когда государство стало бы частью, да, одного из этих миров, либо исламского мира, да, либо христианского, ну, в данном случае восточноевропейского, связанного с византийской традицией, но в частности это была, конечно, еще и Болгария, которая не упомянута здесь и не будет упомянута. Через что Дины Шаварт на установление христианства, христианской веры. Фараштшада Аштай Аштамажи Владимир Киеве Фехалта Славянта Каман Куфтой Усырагон Муртаттак Хсалтынафта. В 988 году Владимир Киеве Фехалта. Киев – это родительный падеж, но также местный внутренний падеж, который сейчас в современных грамматиках не выделяется, называется родителем, но у него есть это местное значение. Да? Это слово мы должны переводить на русский как «в Киеве», да, где. Значит, в 987 году Владимир в Киеве разрушил славян Такаман Куфтой, славяне, которым молились. Этих древних, точнее, эти, да, кого он разрушил, эти древние языческие, ну, здесь образы, да, неф это вообще рисунок. Но здесь, конечно, речь идет об идолах, да, то есть о статуях или скульптурах, да, то есть таких трехмерных изображениях славянских богов. Здесь боги встречаются, ну, в таком своем нечастом виде во множественном числе. Хусалта – это будет форма множественного числа от слова хусау, бог, причем слово хусау пишется с а во втором слоге, а не с а, да, не с ае лигаторой. И по правилам осетинской грамматики сильный гласный называется о и а, в общем-то, да? А когда в последнем слоге перед показателем множественности, в общем-то, согласное т, перед показателем множественности слабая гласность становится, сильная гласность становится слабой, а показатель т удваивается, да, то есть превращается вот в эту сдвоенную
или долгую взрывную согласную, иначе она называется геминированная согласная. Вот, и здесь мы это видим, да, то есть слово хусау, в котором цау в конце, превращается, сильное превращается в слабую и пишется 2Т. Это случается в словах, в которых последняя согласная после сильной гласной либо реле, либо носовая нема, либо полугласная в или е. Здесь у нас в как раз, да, и поэтому хусау, хусаута. Ну, из других слов, которые такие на слуху, частотные слова, можно вспомнить, конечно, хазар, это дом, по-астински хазарта, да, то есть там как раз превращается в и удваивается т графически и произносится с такой легкой паузой. Хазарта. Хорошо. Ну и на ау это, конечно, еще ахдау. Ахдаута. Ахдау это закон. И ахдаута это законы. В общих текстах. Вообще в осетинском быту ахдау в единственном числе это, конечно, обобщенное название комплекса этических или даже этикетных норм, да, то, что правильно и неправильно делать, как правильно и неправильно поступать, как себя вести, называется ахдау. Киевы сарджите батартой донма Днепрма. Жителей Киева согнали в воду или в реку, в Днепр. Дон означает и воду, и реку, но если нужно отдельно сказать, что это река, то есть еще слова Саугадон, да, более точное слово, буквально идущая или текущая вода. Саугадон Радунхат района Кавтамма ба Калауэни сана Ленингора район администрации Царанотон коммуналу Хазарада Кушчета Хаст Канен Саугадон был тасвидар Канен Фадел Костета. Ладно, здесь Батартой Донма. Их загнали, в принципе, в воду, но и в реку тут действительно не важно. И мы видим как раз иллюстрацию того, как языки по-разному делят реальность. Царьграда хей рбала, что и усы грек, как шауджинта, шел Донма шаргутой. И с Царьграда кого привезли эти греческие священники, крестили их водой. Тут очень интересный момент. В оригинальном тексте, сейчас найду эту цитату, в русском тексте такая фраза: привезенные из Царьграда греческие попы читали над стоящими в воде людьми, над стоящим в воде народом свои молитвы. Это называлось крещение. И осетинский текст так не говорит, да? Там нет, читали над стоящим в воде народом свои молитвы. Вот, здесь писано просто крестили их водой, да, шархутой, дальше вот архут, да, крещение. Уйхонди, да, это называлось донай архут, водное крещение или водой крещение. И в кавычках объяснение, что это означает, да, означает принятие христианства, да, принятие христианской веры. Через что он дин райшен. Да, то есть мы видим, что переводчики довольно так смело переводили, бегло, не пытались быть предельно точными в ущерб, наверное, скорости работы, так скажем. Да? В то же время, может быть, они выбирали выражения на такие более мягкие местами. Да? Такое, во всяком случае, впечатление. Там, греческие попы над ними прочитали молитву, а все-таки просто крестили их водой. Да? Практически текст из газеты «Чирештон Сарт», да, одна из первых осетинских газет, или первая даже осетинская газета, называлась «Христианская жизнь». Она выдержала несколько лет, издавалась еще до революции.
Ю амадуахати на бунт котоядам ногдіни нахмафала ю княжі дружина уси бунтита ще паттербашашта. Не раз и не два бунтовали люди против новой веры. Но княжеская дружина эти бунты все подавила, да, разгромила буквально. Значит, как устроено не раз и не два? Вот есть такое устойчивое астинское выражение «ю ама дуа хаты на». Буквально это переводится «один и два раза не бунтовали». Да? То есть буквально фраза «один или два раза не бунтовали люди против новой религии». И это надо понимать, что не раз и не два, не однажды, много раз они бунтовали. Это довольно часто встречается в газетных текстах. Начинается фраза на юамадуа хате на, и потом что случалось много раз. Ногдин и нахма, да, здесь мы видим после лог нахма против. Нах это вообще разные плоские поверхности, в частности лоб, буквально в лоб, да? В лоб новой религии, но, конечно, мы не переводим это как лоб или как ноготь, а мы переводим против, потому что это, конечно, то, что называется мотивированный послелог, да, то есть он развился из слова, у которого есть и сохраняется до сих пор определенное значение, но все-таки он означает именно против. Фала ю, здесь это ю показывает, что не раз это происходило, да, еще раз башашта это совершенного вида глагол, башаттен разгромить, победить, сломить. Но чтобы показать, что побеждала и громила, да, эти бунты много раз. Сколько раз они бунтовали, столько раз и подавила эти бунты. Да? Вот нужна эта частица ю после первого слова синтагмы. Да? Здесь первое слово это даже предложение, да, фактически зависимой части предложения. После нее, после буквально союза фала сразу идет частица ю. Также мы здесь видим, что слово бунт, очевидно, новое заимствование, тем не менее, образует множественное число по осетинским правилам, и после слова, которое оканчивается на такой стык, согласно как «nt», обязано перед показателем множественности «т» иметь еще, да, такое слабогласно бунт-та, а не просто бунт, да, как показать, да, что это множественное число. Вот, бунт-та. Дальше автор рассказывает, что хотя народ был недоволен, принятие христианства было в целом позитивным явлением и объясняет свою точку зрения. Орще муртатак дина и черштон дин макайрах штиеву и усыжаман иуди ражма акахсав орще рожина кутачи. Россия, здесь именно используется это слово, Россия, от языческой веры к христианской вере, что перешла, это в это время было вперед шагом, да, или движением, да, шагом вперед. Кахзав, удар ноги буквально, да, это шаг. И акахзав канен это шагнуть. И здесь акахзав это шаг в значении совершенного действия, а не в значении буквально одного шага. Поэтому есть приставка а. Да, это было шагом вперед в деле кутак, в деле развития или роста России. Рожен это расти, кальюта роженс, да, не знаю, ветки растут. И Россия росла. И в этом деле принятие христианства было шагом вперед. Через что он динима славянтых шан халиукота грека культура ама ахургон зинат. Вместе с христианством
Да, это совместный падеж, его показателем является има, динима, и мы переводим это, хотя предлога вместе с здесь нет, мы переводим эту форму как с христианской верой среди славян распространялась халикота, составной глагол, да, распространялась культура, греческая культура и ученость или образование ахургонзина, как результат образования, да, ну, ученость, давайте скажем, что для образования есть устоявшееся слово, как в названии Министерства образования и так далее, это ахурад. Тоже ахур – это учение, ахур – научиться, и ахурад – образование. А в Византии мастерта славянта ахурку той агуштата аргуанта аражанама аивканнанов. Значит, византийские мастера славян учили строение и церкви строить. Агуштатама аргуанта аражен строить. Ама аивканнанов и украшать, да, украшать. Аив значит красивый, отсюда слово айвад, искусство. Грек ага хургонт молазанта, шара, что и славянок дамгават. Ученые, да, ахургонт молазанта, ученые монахи. Молазан – это монах, молазандон – монастырь. И вот греческие ученые-монахи Шараштой построили или создали славянский алфавит. Алфавит образован от слова дамха, которое означает буква, и ват – место вместилища. В современном языке обычно алфавит звучит и пишется дамгват, то есть сразу после х ват. Здесь в принципе, наверное, более логичная форма дамха же буква, значит, дамха, а потом ват. То есть это а после х никуда не пропадает. Вот. Ну, тем не менее, словарное слово, оно есть в словарях, и в самом словаре в начале тоже приводится алфавит, и там написано, как он называется, да, Ирон дамгват, поэтому уже, конечно, с доминирующей формой не поспоришь, но здесь вот в 50-х еще годах вот такая форма встречается. Дамгават. Интересно, что учебник под редакцией Шестакова пишет, что алфавит создали греческие монахи. Алфавит. Первый славянский алфавит, который, видимо, то, что они создали, было глаголицей, да, то есть другим алфавитом, не тем, на котором мы сегодня пишем, создали славянские монахи, Кирилл и Мефодий, да, которые жили в районе, который сегодня является Северной Грецией. Но, как и во все времена, в принципе, во всех местах люди жили и тогда смешанно, и там, видимо, было смешанное греко-славянское население, и братья, видимо, были византийскими монахами, но славянами и знали славянский язык. Ну, не знаю, то у нас нет их подробной биографии, и то, что болгары считают их болгарами, не отменяет того, что греки могут считать их греками. Да? Может быть, это были греческие монахи, которые также знали хорошо язык местных славян. Интересно то, что считается, что в то время, когда создавался алфавит, славянские языки фактически еще не разошлись и были, в общем-то, одним языком с легкими вариациями. Язык и письменность, который Кирилл и Мефодий стали использовать для перевода греческих книг, годился для работы в Моравии, да, то есть то, что сегодня известно как Чехия. Ну, точнее, Моравия существует, да, но как регион в Чехии.
Вот, и они могли производить книги на территории, на Южных Балканах, да, фактически, там, где сегодня Северная Греция, Южная Болгария и Северная Македония. И эти книги дальше экспортировать так далеко, как современная Чехия, ну и Киев в том числе. Да? И то, что мы сегодня называем кириллицей, возникло, по-видимому, позже. Ее создание приписывается конкретному святому Клименту Охридскому, который, как следует из его прозвища Охридский, работал и жил у озера Охрид. Это сейчас в государстве Северная Македония, у границы с Болгарией. И там был важный центр вот этой славянской письменности. И, честно говоря, кириллица, что она делает, она сохраняет принципы письменности, созданной Кириллом и Мефодием, но сами знаки этой письменности приближены к греческим того времени. Да? То есть, если мы сравним греческие рукописи и славянские рукописи, скажем, X-XI веков, то мы увидим, что буквы практически совпадают. Да? То есть, что стали делать монахи под руководством Климента Охридского? Они стали записывать книги тем, что мы назвали бы сегодня транслитом, да? Но только транслитом не латинским, а греческим. Вот. И так возникли современные славянские знаки, кириллические знаки. Вот. Ама усы дамгаты райды тояхурканен Киевы подзахада. И этими буквами стали учители учиться в киевском государстве. Княж лаварта грек акшауджинтанама мола зантан ахса амажаха хайта. И князь дарил греческим священникам и монахам деньги и участки земли. Жах – это земля, а хайта, смотрите, с удвоенным т. Хай – это доля, а хайта – это доли или части, участки. Это как раз к тому, что я совсем недавно говорил по поводу хусалта, да? Слово, которое означает боги, и там сильная гласная а переходит в слабую перед показателем множественности т, и т удваивается. И это происходит после согласной, если последний слог заканчивается на согласную й или в. И на в я привел пример хусал, да, и ахдал, а на й не привел. Вот как раз хороший пример, это хайта. Хорошо, и дальше что они делали? Мола занта, славяйна гауфыштой аргуана чингута, грека гавжагайша талмаскангая. Монахи по-славянски писали церковные книги с греческого языка, их переводя. Да, это необычно, потому что и очень, я бы сказал, престижно и оказало огромное, несомненно, влияние на развитие славянской культуры, да, и государственности, наверное, потому что, конечно, письменность важна для развития государства, для возникновения бюрократии, да. Вот, и это необычно в том смысле, что в очень многих землях в то время никто не переводил на местный язык церковные книги и само Святое Писание. Вот, более того, люди, которые пытались это делать, как, например, священник Виклиф в Англии, да, который показал свой перевод Библии в XIV веке. В XIV он перевел Библию на английский язык с того времени и был подвергнут остракизму со стороны католической церкви. Понятно, что не только за это. Там он фактически был
предвозвестником протестантизма, но тем не менее, один из его проступков был в том, что он как бы отклонился от того, что, да, что люди вокруг него, да, пользовались септуагинтой, да, переводом, вот классическим переводом Библии на латынь, и попытался объяснить Библию своим современникам на обычном народном языке. Вот, и то, что на славянский язык, вот, церковно-славянский, то, что мы сегодня называем, были переведены эти тексты христианские, это оказало очень большое влияние на большой регион Европы. И в то же время, например, в Валахии, да, в местах, где расположена сегодня Румыния, очевидно, именно славянский язык использовался в богослужении, то есть славянский язык, вот этот церковно-славянский язык на большой территории использовался в богослужении среди славян, но также других людей, которые вместе с ними или между ними или рядом с ними жили, и у них не было такого перевода. Да? Вот, и сам румынский язык записывался кириллицей до того, как в XIX веке румынские интеллектуалы не решили его перевести на латиницу, чтобы подчеркнуть древность румынского языка, его связь с латынью. Молазанта ноджи фштой жинга сауты юлдер. Монахи также записывали или писали заметные события все. Да? Записывали все заметные события. Ахам фиштыта котой шардай шардма, ажай ажма. Амахундашты ажгай фиштыта, летопись. Такие записи вели, буквально делали, да, из лета в лето, в скобках из года в год, да, и называли по годам записями, да, ажгай фиштыта, и в скобках их русское название, летопись. Ажгай фиштыта бира хабар табажунан иш... Извините, ажгай фиштытай бира хабар табажунан иш хурышка шайнак славянты амаша шихаг баштата история. Да, откуда? На это отложительный падеж. Из-за летописей много известий можно узнать. Бажонен узнать, бажонан иш можно узнать. То есть нет слова «можно», да? Нет слова, как в английском «may», «might», ничего такого нет, а фактически форма глагола «бажонен» в сочетании с формой глагола «быть» «иш» означает то же, что в русском языке означает «можно узнать», да? «Бажонан иш». То есть есть способ узнать, вот что это буквально означает бажонан. Да, басаван это в принципе вход, басаваниш это можно войти. И так устроена эта форма, бажонаниш, можно узнать. Что можно узнать? Многие данные, да, многие хабарта из истории в конце, история, да, из истории. Истории кого? Родительный падеж у нас предшествует слову, да, которое описывает обязательно. Из истории восточных славян. Хурышка шайнаг. Да, это восточный. Мы уже обсуждали сегодня, как оно устроено. Да, из истории восточных славян и их соседних стран. Да, амаша шихаг баштаты история. Высажамата хайманы ноджи зуранс адамон жарджита макаджита таурахта. Скобка былины. Об этом времени высажаманы тахай ма также или еще нам ноджи тоже также, да, ноджи зуранс говорят адамон жарджита народные песни
Ама каджита и, как мы их называем по-чеченски, каджита, нартовские сказания, да, нарты каджита, то есть сказания. И также они называются таурахта, да? Былины, да? Ну, по-русски есть термин былина, который относится именно к таким фольклорным текстам на русском языке. Все остальное называется сказания, предания, легенды, да, вот. Это синонимичный ряд, да, синонимы есть у слова сказание, да. Таурахта бира хабарта иш славянак багатырты шак зинады хай, ама Киевы под захадмасы саугасард ганджита лабур той удонима славянак багатырты кутохку той уйтахай. В сказаниях, в былинах, таурахты. Да, еще раз, если у нас есть родительный падеж, после него нет того, что он описывает, то это местный падеж фактически. Да, это надо переводить в былинах. Есть много знаний, много рассказов. Бира хабар таиш. Славянок багатырты шакциназитахай. О доблести или смелости, да, славянских богатырей. Здесь они представлены наиболее близко к русскому слову богатырь, да? Богатыр. Слово богатыр существует в осетинском, но реже встречается. Обычно мы можем встретить в современном, во всяком случае, языке формы кабатыр с сменой, да, слогов по порядку. И другое слово кайтар, это тоже герой, да. Кайтар чаще в литературном языке стало использоваться в значении герой литературного произведения, то есть не обязательно человек, который героически себя проявил. Но в разговорном, в народном языке все еще кайтар могут назвать и именно героя, который проявил себя как герой, да? Как храбрец. А кабатыр – это официальное слово для героя, в частности, там герой Советского Союза – это шаветон садиши кабатыр. Вот, ну здесь вот такая форма богатыр, она близка даже по звучанию к слову богатырь. И я напомню, что слово и богатырь, и богатыр в осетинском, почему они созвучны? Потому что восходят к одному и тому же монгольскому слову. И да, переводим, наконец, все-таки это предложение. Да, есть много информации, много сообщений о славянских богатырях, о храбрости, да, о доблести славянских богатырей и о том, ама уитахай, да, и о том, и теперь о чем? О том, как славянские богатыри, как боролись, сражались тохкотой. С кем у Донима совместный падеж? С кем в киевское государство? Какие сугасадганчта? Кочевники, да, вторгались лабуртой. Лабуран – это вот волной вваливаться, да, нахлынуть. Вот такое слово. Ну вот. Ну, действительно, понятно, но это называется тоже набеги, да, то есть это были внезапные вторжения из степи, и, конечно, глагол лабурен очень хорошо его передает. Хорошо, и следующий князь, княж Ярослав Мудрый, Владимир Куамардиш, от Киеван княжищиш Ярослав Косыеш Котой Мудрый, Жоненджин. Да, здесь нет попытки перевести слово «мудрый», хотя здесь дальше в скобках есть пояснение, что значит «мудрый». Жоненджин. Почему это возможное решение? Потому что это его прозвище на одном языке, а на другом языке перевод порой бывает неудачным. Да? Например, известная история про то, как Иван Грозный в английском языке превращается в Ивана Terrible, да, в ужасного Ивана.
То есть буквально хорошо сохранить все тонкости значения довольно тяжело. И иногда получается как бы хуже, или страшнее, ужаснее. Иван the Terrible. И чтобы вот не называть этого Ярослава непонятно как, он не переведен, но хотя, что значит мудрый, нам дальше подсказывают. А вторая, наверное, причина этого в том, что учебник переводился на самые разные языки, и я бы с удовольствием посмотрел такой разбор на какого-нибудь еще из языков нашей страны. Но при этом люди жили в одном большом государстве, и было бы полезно все-таки узнавать всех этих героев, когда они встречались бы уже на русском языке этому читателю, да? Ярослав Мудрый. Разберем предложение, да? Когда умер Владимир? Владимир Куамардиш. Ку обязательно стоит перед глаголом. Тогда, это особенность осетинского синтаксиса, обязательно есть соответствующее указательное местоимение, да? По-русски можем сказать, когда он умер, и сразу событие, да? Когда он умер, князем в Киеве стал Ярослав. Но мы можем, в принципе, сказать по-русски, когда он умер, тогда князем в Киеве стал Ярослав. По-осетински мы обязаны сказать тогда. Владимир Куамардиш, когда умер Владимир, тогда Киеву, буквально это дательный падеж, Киеву князем стал Ярослав, которого назвали или прозвали Шхутой мудрый. Ярослав Раштаджи Араштарсадиш Киевы под захадой Жак Онте Фцагам Бартгонт. Русская правда. Во время Ярослава был создан первый сборник Фцагам Бартгонт, первый сборник государственных законов Киевского государства. Вот так. Назывался он «Русская правда». А «Русская правда» е фыштудиш Сагардарте, Жахченте, ама купесакте, Бартакут Каканан Кауэуса Ахдаутта. Очень интересное определение того, чем была «Русская правда». В «Русской правде» было записано «Русская правда е», да, это в правде. Да. Фыштудиш было записано или написано. Сагардарте, я не сразу смог прочитать это слово. Возможно, вижу его первый раз. Это рабовладельцы, да, владельцы невольников. Сагайрак – это невольник. Сагардар, дарен – это держать, содержать. И Сагардар – это владелец невольников. Жахджинте, да, это владельцы земли. Ама купесакте и купцы. Теперь родительный падеж всех этих людей. И слово барта, права. То есть как нужно защищать. Кут каканан каве. Кут каканан каве. Вот так вот такое. Здесь согласно к. Увулярная смычно-взрывная согласная. Значит, как нужно защищать права купцов, землевладельцев и рабовладельцев. Такие законы ус Ахдаута. И еще один пример на то, как в слове Ахдау переходит в в слабую гласную перед показателем множественности, потому что слог закрывает согласный или полугласный звук о. Хорошо, я думаю, на сегодня будет достаточно. В следующий раз, как вы видите, новая глава будет посвящена стихийным народным восстаниям в Киевском княжестве. Стихион Адамон Шиштатта. В современном осетинском слова на ад чередуются, да, в множественном числе будет слабое гласное Шиштатта. Но здесь регулярно во всей книге это не происходит. И, в общем, на этом можно заканчивать. Посмотрите, следующее после нее будет уже глава о новгородской земле и
Ростова-Суздальской Руси. Да, то есть это то место, где в итоге возникла и возвысилась Москва. Дальше будет также о монгольском вторжении. В общем, если интерес будет сохраняться, но можно, в принципе, довольно далеко продвинуться по этой книге и ознакомиться с тем, как все это называлось в школьном учебнике, да, простыми словами, чтобы рассуждать на исторические темы на хорошем, чистом осетинском языке. Спасибо за внимание, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте.